Сегодня мы собрались на рыбалку с нашими уже друзьями Сашей и Мариком. Расскажите, куда мы едем? Мы едем в Вилюйский район, река Эйм. Там будет озеро и река. Там я вчера созванивался с друзьями, с ребятами. Там они вот буквально недавно ездили. Там вытащили, говорят, 20 щук. Поэтому сегодня у нас будет операция. Лена хочет поймать очень большую щуку. И мы попробуем, испытаем на этом, да? Да, я хочу щуку поймать. Ты щуку ловила? Нет, ни разу не ловила. Это получается примерно 350-400 километров от города Якутска. Мы едем туда на один день, Да, на сутки. будем ночевать. Думаю, очень хорошо порыбачим. Ну круто. Посмотрим, ребята, поймаем мы щуку Получится или ли нет. это у нас? Да, получится ли? Я очень надеюсь, что получится, потому что щуку я ни разу не ловила. Ни хвоста, ни чешуи все. Да? Ага. Тут охот балык. Ага, хорошо. Все, кеттык. Поехали, ребята. Едем. С комфортом. Так, не надо. Вы же завтракали, да? Не. Это когда была? Вот это. С утра особо не кушаем. Сейчас мы приближаемся к горному улусу. Это такой Якутск граничит с тремя улусами: Навский, Горный и Хангаласский. Вот где? А там Мегино-Хангаласский через реку. Через реку Мегино-Хангаласский. И вот в Хангаласском мы были, ребята. И вот второй, вот горный улус. Сейчас остановимся, покажем. Дальше горного стоит Вилюйский и Верхневилюйский, откуда я родом. Вот. В сторону родины едем. Вот уже Эмблема горного улуса – это лось. эмблема горного. Итак, ребята, мы приближаемся. Вот это Керехма-Стиллер, да? Ага. Керехма. Помните, вот на границе с Бурятией мы тоже видели вот такие деревья, где ты должен оставить что-то. Ага. Вообще принято вот вешать и на кусочки материала. Да. Ага. И сахарга лучше всего, конечно, еще ложить. Оладушки. Оладушки, но мы, к сожалению, не приготовили, поэтому положим монетки. Ну, что-то можно положить. У меня вот с Никой теньгешки. Ага, теньгешки положим. И нужно пожелать хорошей дороги, чтобы ничего с нами не приключилось. Вот. И оставить вот эту вещь. Нужно оставлять, потому что если не оставлять, то что-то... Бляха, елар бітті, короче. Как это сказать? Чайки здесь местные уже привыкшие о том, что оставляют оладушки, и они их едят. И как мы пошли в эту сторону, они сразу взлетели, начали летать туда-сюда смотреть, оставят ли эти оладушки где. Местные чайки уже. Даже чайки знают, что сахалар оставляет везде оладушки. Ол в корону лоробу. Подарки. Вот такой набор для Лены и Ники. Шейбай для похода. Ну, тофта. Лопаточка маленькая. О, какая большая. Где? Мисочка. Губка. Буманок. Держатель. Для чего держатель? Сковородочка. Для мыла, походу, один, да? Самый барабан. Это держатель для мыла. Он еще и чайник. Чайник. Капахтах. А это что? Для еды, да? Просто маленькие мисочки. Тарелочки. И крышка. И крышка для этого.
короче, как раз на двоих готовить. Круто, спасибо. Даже bu tuhtaq it suyerdaqda. Ага, и ол держатель вот так. Поварёшка де. Держать ее. Мен кутам барамын. Де? Круто. Иди, да. Дейді. Прикольно, спасибо. Увезем с собой в Алмату. Так, мы пересекаем Бирджигистя. Вот, приехали. Приехали. Бирджигистя на русском. Он сколько километров от 186. 180 километров. Мы уже 180 километров позади. 180 километров позади. Чуть-чуть осталось. Еще где-то километров 200, да? Ага. В горном Улусе очень много водится сахатов, вот поэтому вот встречает нас сразу сахаты. На флаг городе. Флаг горного Улуса тоже с сахатова состоит. От города 180 километров. Теперь будем фотографироваться. Еще раз всем привет. Ну вот мы приехали в село Бердигостях. Я сам родом из горного района. Здесь я в детстве учился. Здесь бегал вот по полям. Здесь стадион у нас. И мы, получается, вот сейчас находимся в сквере. Вот этот сквер. Вот здесь стихотворение есть. Мой дедушка в свое время был писателем. И, ну, сейчас его в живых нету. Но в честь него вот построили сквер. Марк Тимофеев. В честь его меня тоже назвали Марком. Так, вот, да. И вот гимн горного района, вот песня. Это и он написал. И вот я своих друзей вот показываю его сквер своим друзьям. Прикольно, да? Вот в честь Марка Тимофеева. Ага. Тебя назвали. Итак, ребята, мы остановились в местной кафешке. Вкусно, взяли лагман. Всем приятного аппетита. Азболсун, лагман, салат якутяночка. И туда жаркое. И яичница. И яичница. Это наш завтрак. Жесткий завтрак. Вот так кафе выглядит. И да, очень вкусная еда. Ага, еда тут вкусная. Смотрите, тоже вот арсхали. Перегородка такая классная. Азболсун. Мы на второй границе, и это Вилюйский район. Вот. Так далеко мы не забирались, чтобы... Я еще ни разу так далеко не ездила на рыбалку, чтобы прямо сразу за один день, за одно утро проехать 2 границы, получается. Это наша максималка. Нам еще сколько ехать придется? Примерно 80, да? 80, 100 ага. километров еще осталось до места рыбалки. Ага. И везде вот эти большие оводы, они кусают. Сейчас мы в туалет. Также опять наши чайки. Чайки, которые ищут Хотят оладушки. оладушки, да, но мы не сделали оладушки, не приготовили. И снова на границе нужно что-то оставлять. Вот люди, вот везде чайки, видите? Вот хумус. Ага. Красиво так. Сейчас будем фототься. И сол будем конеревать. У нас осталось 33 километра до Лекечень. Сейчас мы едем в сторону Лекечень по Вилюйскому району. Дальше уже мой Верхневилюйский район. Я вот думаю, может это на родину съездить. Родина уже ближе, чем город Якутск. Уже надеюсь, следующий эпизод будет уже с остановки, уже с места. Щукой уже. Ребята, вот мы готовим кушать. Посмотрите. Забыли масло растительное. На воде делаем плов. Крышку забыли еще. Ну вот так вот. В таких полевых условиях будем кушать. Посмотрим. Марик уехал дальше искать хорошее место, а мы вот пока готовим обед. Все равно на свежем воздухе все вкусно. Да.
Мгм. Так что, что имеем, тому и рады. Так что все хорошо. Асболсы. Асболсы. Дорогие, плов готов в полевых условиях, без растительного масла и без крышки. Саша, как тебе? Да? Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно прям. Ну, круто. Спасибо повару. Асболсы. Нам поймать надо, щуку надо поймать. Ол, хоть ол керек, да? Ну что, ребята, мы до сих пор рыбачим. Щуки пока нет. Вот Ника стоит. Вот Марик. Вот Саша ходит. Надеюсь, мы поймаем. Ребят, смотрите, вот голова щуки. Угу. Вот голова щуки. Но до сих пор пока мы не поймали. А это закат. Закат красивый такой прям. Сидим, сейчас будем костер разжигать и будем готовить борщ. Что скоро будет борщ. Мы сколько рыб поймали? Пока нет. Ждем утра, Ди? Ждем утра. Ждем утра. Угу. И все указывает на то, что рыба здесь есть. Это вот не зря тоже вот поперек вот повесили березку. Это означает, что вот ловили рыбу и повесили вот здесь рыбку. Ага. Тут везде чешуйки валяются, значит рыба есть. Но щуку ловят после 9 вечера, сейчас уже 10 вечера. Ну, около 11, пол 11, 10:30 вечера. И щука будет уже где-то в 4 утра. Посмотрим. Мы сейчас борщ покушаем, поспим и где-то к 4 проснемся и будем снова рыбачить. Ну, должны выловить, потому что, ну, как так-то за 450 километров с города же приехали, чтобы выловить рыбу. Вообще спланировала, ну, хотелось как-то в реку Синюю поехать, там, где очень много рыбы. Но, опять же, там нужно выделить где-то дней 5, чтобы хорошенько там посетить места, Синские столбы. Это вот дальше Ленских столбов. Может, кто знает Ленские столбы, да? Вот. А так мы выловили маленькую рыбку. Вот где-то она здесь у нас. Сейчас покажу. Вот она. Все. Больше нету. Ладно. Не отчаиваемся, ждем 4 утра. Вот и Ника. Ребята, вообще я обожаю вот такие походные вещи. Это вот наш стульчик, там стульчик, Ника вон в одежде в походной сидит. И вот палатка. Прикиньте, вот 3 года. 3 года мы вообще не спали в палатке, как переехали в Алмату. И вот эту палатку вообще обожаю, потому что она автоматическая, быстро складывается и раскладывается. И имеет еще вот 2 дверцы. И можно делать ну, ветер гуляет. 2 дверцы. Это вообще суперски продуманная такая палатка. Вот обзор палатки. Внутри спальники. И ну, это такая старая версия палатки. Она куплена, ну, лет 10, наверное, назад. Она уже такая виды повидавшая. Если дождь пойдет, может быть, будет уже капать. Вот, называется Гринел Клэр 3. Классная палатка.
Обзор палатки показывает. Также обзор. Ну вот, походные вещи обожаю. Угу. Раньше только и делали, что в походы ходили. Вот такая кресло такое с холодильником. Классный кемпинговый стол. Вот нам еще вот такую посудку подарили ребята. Вообще. Ну вот, кушаем. Сейчас скоро будет кушать борщ. Вот да? Угу. Сейчас у нас готовится борщ. Марик сейчас будет кормить бога огня. Мы как дети Тенгри. Вот кормим. Так, ну что, ребята, сейчас уже 11 ночи. Мы покушаем и ляжем спать до 4 утра. Вот так. Ника, иди лютерку там, да? Салатик делаем. Борщ самый вкусный в мире борщ. На природе кушать это самое то, да? Угу. Тарелки у нас такие аппетитные. Руханда. Борщ. Борщ. Вот так вот. Сидим, кушаем. Так, Арарат Хаска усох. Ням-ням-ням-ням-ням. Яра. Аз болсын. Всё. На костре, да? Вообще вкуснятина. Кушаем. Так жаль, конечно, что это не уха. А так все равно вкусно. Угу. Приятного аппетита всем. Все, приятного аппетита. Аз болсын. Угу. Мы собираемся. Обратно. Ага. 4:30 утра проснулись. Некоторые, ну я только-только проснулась, позавтракали. Ника с Мариком с утра рыбачили. Но Марик, вот, смотрите, что-то поймал. И уже разделывает рыбу. Давайте посмотрим. Вот такое филе. Сейчас засолю Ага, и домой поедем. ага, Чтоб не испортилось по дороге. ага. Рыбу мало, Дитора? Рыбы мало, вообще мало. Ага. Не активные совсем, да? Ага, вообще не активные. Ника еще ничего не поймала, но мы собираемся и решили то, что чуть посидим в речке у другого берега, на другом берегу и посмотрим, может, что словим. Все, моем посуду и в путь домой. Так, дорогие мои, мы так и не смогли ничего поймать. Очень хотелось щуку все-таки словить, но ну, что случилось, то случилось. А главное, мы отдохнули. Это был такой классный отдых. Мы с друзьями поехали за 450 километров от Якутска, и вообще связи не было. И было супер классно. Жалко, не поймали. Хотелось, конечно, контента, хотелось показать то, что вот у нас вот столько рыбы, но не клюет и не клюет. На самом деле следы того, что там водится щука, очень много было, но так случилось. Вообще Марик с Сашей, да, женой предлагает приехать в следующем году и уже уехать в река Синюю.
Это где Синские столбы, дальше Ленских столбов. Это еще круче места, там еще больше рыб, там вообще очень много рыбы, и мало кто вступал на эти земли. Вот, мы думаем, посмотрим, конечно, они купили лодку чуть ли не за 1 000 000 рублей, за 6 миллионов тенге, и предлагают приехать летом. Посмотрим, конечно, очень хочется. А так, из последних новостей давно не было вот нас в Ютубе, потому что работы много, и мы уже завершаем свои дела в Якутске, и скоро будем дома. 13 августа мы вылетаем домой через Омск. Мы посмотрим город Омск, мы будем там где-то сутки, покажу этот город, отснимем, тоже интересно. А так мы очень сильно соскучились по дому, мы максимально работаем, чтобы довести наших клиентов, потому что тут в Якутске у нас тоже есть клиенты, и максимально хочется закрыть их, пока мы здесь вживую можем это сделать, закрыть, помочь максимально с теми трудностями, которые у них есть, потому что все-таки мы в году 11 месяцев живем в Алмате. И следующий наш приезд в Якутск, он будет в Якутию уже, наверное, может быть, через 2-3 года. Тренд такой, билеты пипец. Но мы должны стать богатыми, что мы покупать налево и направо эти билеты. Вот. Мы очень соскучились по дому, очень хочется в Копчегае, очень хочется. Я соскучилась по Зеленому базару, по своему дому, по такому казахскому вайбу. И вот такие последние новости. 13 августа вылетаем, а еще я 7 августа ложусь в больницу. Да, все случилось так резко, и это круто. Я ложусь на операцию. Обязательно расскажу, покажу. Вообще, это плановая операция. Я встала в очередь зимой вот этого года. И так случилось, что перед отъездом могут прооперировать меня бесплатно по ОМС. Ведь у меня нету ЛНЖ там в Алмате, и поэтому все свои медицинские дела мы делаем тут. Вот, плановая операция, угадайте, какая операция, И я очень надеюсь, что вот этот недуг пройдет. Он со мной уже 30 лет, и я вся такая обновленная, приеду в Алмату. Вообще очень все соскучились. Ксюша соскучилась, Ника, я тоже. И на родине тоже супер круто. Я энергетически восполнилась. Это, вот так. Круто проходят дни, видео может быть мало, но обязательно мы все равно снимаем видео наши, и сделаем сборную солянку, и это видео, оно будет, вы увидите, чем мы занимались вот этими целыми днями, пока проводили дни на своей родине, и все-таки хочется запечатлеть эти моменты. Вот, так что пишите в комментариях, какие новости в Алмате, мы скоро будем дома, вот, и что вы хотите увидеть на пути с Якутска. С Якутска у нас рейс Якутск, Омск, Астана и Алматы. Очень переживаю на тему того, что сможет ли Ксюша все-таки пересечь границу. Я думаю, сможет, потому что у нас просрочка по РВП. Ксюше 16 лет, я рассказывала в одном из видео об этом. Я надеюсь, что мы это все преодолеем, и все-таки мы живем в Алмате уже 3 года, нас должны пропустить, и мы не просрачивали, у нас еще 1 день есть, и должны быстренько оформить, и, выплатим штраф, ничего страшного, зато дома, вот. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в Омске, в Астане мы будем, часов 5, мы из аэропорта, наверное, так и не выедем, вот, и что вам отснять в Алмате, я хочу отснять Алмату. Вот, пишите, что вам интересно. Остались последние дни в Якутске. Что рассказать? Пожалуйста, я буду ждать вас в комментариях. Подписывайтесь и ставьте лайки. А если не поставите, я все равно буду снимать дальше. Саубонздар, кроме того, стар, YouTube не было. Всем пока, дорогие мои. Чао.